По официальной информации Управления Роспотребнадзора по Коми, на сегодня в республике инфицировано 2 человека. Один выздоровел и выписан из больницы. Всего под медицинским наблюдением находится 1132 человека, в том числе 925 из них прибыли из неблагополучных по коронавирусу стран. 207 контактировали с заболевшими. 14 человек госпитализировано с респираторными заболеваниями. 25 находятся в обсерваторах. За последние сутки сняты с медицинского учета по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 46 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились. Сергей Гапликов провел очередное заседание межведомственного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. В центре внимания оказались вопросы по временной изоляции и медицинскому обследованию граждан, прибывающих в республику из-за границы. Оперативным штабом правительства России поставлена первоочередная задача перед субъектами в кратчайшие сроки увеличить объемы тестирования на COVID-19, привлекая для этого региональные медицинские учреждения и частные лаборатории, имеющие соответствующее оборудование, персонал и допуски. В Коми эта работа уже ведется. При поддержке Минздрава Республики региональное управление Роспотребнадзора получит дополнительное оборудование для увеличения количества проводимых тестов. Поддержку республики окажет и соседняя Кировская область. Коллеги из Кировской области нам любезно оказывают поддержку и помощь. У них есть соответствующие мощности сегодня, которые увеличивают в несколько раз наши возможности для решения этой задачи. Поэтому, если сегодня мы можем провести двоекратное увеличение 180 тестов в сутки, то там мы можем проводить до 750 в сутки. Это очень важная поддержка. Мы вопрос в сегодняшний день, безусловно, отрабатываем. В кратчайший срок мы решим эту задачу чисто организационно. И первая уже соответствующая проба уже поехала для проведения тестов. Значит, теперь у нас мощности позволяют решение задач решить оперативно и быстро. Значит, и посмотреть, фактически проверить всех тех, кто у нас сегодня стоит, так скажем, в зоне риска сразу. Дополнительно я сегодня проинформировал полпреда о том, что, к сожалению, у нас есть определенные потребности, накапливаемые в соответствующем расходном материале. Он взял эту информацию для дальнейшей проработки, для активизации всех тех, кто обязан на сегодняшний день не только по линии Роспотребнадзора, но и в здравоохранение соответствующие материалы направлять. Руководитель региона также отметил, что Сосногорская швейная фабрика приступила к активному этапу производства средств индивидуальной защиты, масок и костюмов. До конца месяца в районе нескольких десятков тысяч будет пошита соответствующая информация. До конца сегодняшнего дня вам передадут уже 10,5 тысяч защитных масок. И к концу месяца уже почти 2,5 тысячи костюмов будет пошито, с тем, чтобы вы уже тоже могли рассчитывать, и также снабжать и доводить эти костюмы до тех, кто задействован в определенных мероприятиях. Затронули на заседании штаба и вопросы оказания поддержки малому и среднему предпринимательству в связи с падением доходов из-за введения ограничительных мер по противодействию распространению коронавируса. Напомним, накануне в столице Коми были введены дополнительные меры по профилактике распространения коронавируса. Решением санитарно-противоэпидемической комиссии города с 26 марта и до особых указаний в детских садах Женского района объявлен карантин. Тем временем все остальные дошкольные учреждения Коми продолжат работать в период всероссийских выходных с 30 марта по 3 апреля в формате дежурных групп. Однако принимать воспитатели будут только тех малышей, на чьих родители не распространяются действие указа президента об объявлении в России нерабочих дней. В данный момент администрациями детских садов организован сбор информации по наполняемости групп с учетом индивидуальной потребности каждой семьи. Еще один важный акцент, на который обратила внимание министр образования республики. Гарантии зарплаты всех работников дошкольных образовательных организаций по работе в выходные дни будут соблюдены в полной мере. Дальнейшие официальные разъяснения по работе детских садов, школ, техникумов, колледжей и организаций дополнительного образования регион ждет в кратчайшие сроки от Министерства просвещения Российской Федерации. Как только они появятся, мы сразу проинформируем.